Здравствуйте, это Шиделек. Добро пожаловать в еженедельный обзор «Тибет на этой неделе». С вами ведущая Чиле Палмо. В этом выпуске вы узнаете о последних событиях, связанных с Тибетом и Центральной тибетской администрацией. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-лама принял участие в молебне о его долголетии, которые поднесли ему бывшие сотрудники Центральной тибетской администрации, Института тибетской медицины и астрологии Минтикан и бывшие телохранители. Конгресс США принял законопроект о решении вопроса Тибета и направил его в офис президента. Более 100 кандидатов и депутаты Европарламента пообещали поддержать Тибет. ЦТА приветствует Палату общин Канады, единогласно принявшую предложение о поддержке права Тибета на самоопределение. Сикёнг Пемба Цринг принял участие в праздновании 20-й годовщины основания Центрального совета тибетской медицины. Сикёнг Пемба Цринг и вице-спикер Джолма Цринг Тайканг запустили автобиографию экс-премьер-министра Калёна Траши Вангди. Тибетцы организовали митинг в Манчестере в память о кровавых событиях, происшедших 35 лет назад на площади Тяньаньмэнь. Тибетская инициатива в Германии отметила 35-ю годовщину своего основания. Его святейшество направил приветствие. Представитель Кармы Синге принимает участие в церемонии посадки священного саженца дерева Бодхи из Шри-Ланки на Великой ступе универсального сострадания в Австралии. Оклендская тибетская ассоциация призвала премьер-министра Лаксона поднять вопрос о Тибете с китайским премьером Ли Цяном. Семинар ВИТЭК в Канаде расширяет возможности тибетской молодежи. «11 июня 3 группы тибетцев поднесли теншук – молебен на долголетие его святейшества Далай-ламе. 3 группы состояли из экс-сотрудников Центральной тибетской администрации, Института тибетской медицины и астрологии Минтикан и бывших телохранителей. В своем обращении его святейшество заверил, что проживет до 110 лет и посоветовал практикующим учение Будды культивировать пробужденный ум бодхичитты, альтруистическое стремление к пробуждению и понимание пустоты, которое помогает сделать жизнь людей достойной. На церемонии присутствовало около 7000 человек, из которых 1900 участников являлись представителями 3 групп бывших сотрудников. Законопроект о разрешении Тибета стал еще ближе к вступлению в силу, после того, как в среду на прошлой неделе Палата представителей США приняла решение о приостановке рассмотрения сенатской версии законопроекта. Палата одобрила измененное законодательство, проголосовав голосами 391 против 26. Теперь законопроект передан в офис президента Байдена для окончательного утверждения. Во вторник на прошлой неделе авторы законопроекта, представитель Джим МакГовern и представитель Майкл Маккол, представили законопроект и призвали членов палаты проголосовать за него. Представитель Билл Китинг также выступил в поддержку законопроекта. Any resolution must include the wishes and voice of the Tibetan people. Tibetans are a democracy-loving people who wish to practice their religion freely and have their own wishes and desires acknowledged. I'm proud to have played a small part in supporting this dream for the Tibetan people. I want to thank Senators Merkley and Young, who passed this bill unanimously through the Senate. And I encourage all my colleagues to push back against the CCP's oppression of the Tibetan people and vote in favor of this bill. And with that, while Beijing employs these tactics to suppress Tibetan culture, it simultaneously propagates disinformation about Tibet and its history. H.R. 53 calls out Beijing's oppressive tactics and relentless disinformation campaign. This bill reinforces our unwavering support for the Tibetan cause and calls on PRC to engage in genuine dialogue with Tibetan representatives. It also strengthens the Tibetan Policy Act of 2002 by enhancing our public diplomacy efforts to counter PRC disinformation about Tibet. I encourage my colleagues to join me in supporting this bill, and I reserve the balance of my time. A vote for this bill is a vote to recognize the rights of the Tibetan people, and it is a vote to insist on resolving the dispute between Tibet and the People's Republic of China peacefully, in accordance with international law, through dialogue and without preconditions. So I urge my colleagues to please join me and the distinguished chairman of the Foreign
Affairs Committee, Mr. McCall, in sending these important messages in solidarity with the Tibetan people. Онлайн-кампания «Европа за Тибет», стартовавшая в Европейском парламенте 9 апреля этого года в преддверии европейских выборов 6-9 июня, завершилась. Превысив поставленную цель собрать более 100 обещаний от кандидатов поддержать Тибет в Европейском парламенте в случае его избрания. 115 кандидатов из 16 стран-членов Европейского Союза обязались защищать фундаментальную свободу тибетского народа. Ряд политических партий ответили на анкеты, выразив свою позицию по ряду вопросов, связанных с Тибетом. Представитель Офиса Тибета в Брюсселе Рикзин Гекан объяснил успех кампании активным участием международных групп поддержки Тибета, членов ВИТЭК, Организации учеников за свободный Тибет и тибетских общин. Совместная онлайн-кампания была проведена Офисом Тибета в Брюсселе, группой по интересам Тибета Европейского парламента и ИКТ. Кампанию также поддержали Офис Тибета в Лондоне и Женеве и ITN. В понедельник на прошлой неделе Канадская палата общин единогласно приняла предложение в поддержку права Тибета на самоопределение, утверждая, что тибетцы как народ и нация обладают этим фундаментальным правом. В предложении говорится о систематической культурной ассимиляции тибетцев Китаем и подтверждаются права тибетского народа на свободный выбор своей экономической, социальной, культурной и религиозной политики, без вмешательства внешних сил, включая выбор реинкарнации его святейшества 14-го Далай-лама. Предложение было поддержано блоком Квебекуа и внесено в палату парламента депутатом Алексис Брунелем Дюсипом, членом блока Квебекуа в Лак-Сен-Жан, Квебек. Тибетский политический лидер Сикёнг Пембо Циринг на своей официальной платформе X, ранее называвшейся Twitter, поблагодарил лидеров и все политические партии за поддержку. В понедельник прошлой недели Центральный совет тибетской медицины отметил 20-ю годовщину в присутствии премьер-министра Сикёнг Пембо Циринга. Состоялось мероприятие презентации книги, в которой рассказывается об эволюции и достижениях Совета. В своей программной речи Сикёнг отметил необходимость стратегического планирования и подчеркнул важность подготовки надлежащего руководства для упорядочения функций Центрального совета тибетской медицины, а также призвал членов Совета выявить потенциальных партнеров, как отдельных лиц, так и учреждений или организаций, которые могли бы повысить производительность и предоставить необходимые ресурсы. Сикёнг Пембо Циринг вместе с заместителем спикера Джолмой Циринг Тайканг представили автобиографию экс-премьер-министра Чащи Вангди. «Моя жизнь. Родился в свободном Тибете, служил в изгнании» в библиотеке тибетских трудов и архивов в Dharamsala 7 июня. В своей программной речи Сикёнг Пембо Циринг рассказал о своей первой встрече с бывшим Калоном. Он поблагодарил Касура Чащи Вангди за его более чем 40-летнее служение тибетскому народу. Заместитель спикера Джолма Циринг Тайканг также отметила пожизненную преданность и служение бывшего Калона Чащи Вангди «Дело Тибету». Она также поблагодарила автора за решение написать автобиографию, следуя совету его святейшества 14-го Далай-ламы. Калон Нурзин Джолма из Департамента информации и международных отношений, секретарь Центральной тибетской администрации, секретарь канцелярии его святейшества Далай-ламы, а также высокопоставленные лица и чиновники ЦТА также приняли участие в мероприятии, посвященном презентации книги. 4 июня по случаю 35-й годовщины бойни на площади Тяньаньмэнь тибетская община Манчестера провела митинг на площади Святого Петра. В мероприятии приняли участие группы из Гонконга, Тайваня, Грузии, уйгурской общины и Украины, которые объединились в своем выступлении против тирании и агрессии. Аналогичным образом тибетская община поддержала выставку под названием «От матерей Тяньаньмэнь дочерям Гонконга, Тибета, Уйгура и Тайваня», организованную в Манчестере художницей из Гонконга Мэй Ю Квонг. Тибетская инициатива Германии отпраздновала 35-ю годовщину своего основания в Берлине 8 июня с приветственным посланием от его святейшества Далай-ламы. Тензин Чусанг из тибетского бюро зачитал послание его святейшества Далай-ламы перед собравшимися во время празднования. В послании его святейшество поблагодарил и отметил выдающийся вклад организации Tibet Initiative Deutschland в дело Тибета и неизменную поддержку сохранения и развития тибетской культуры. Ведущая группа поддержки Тибета в Германии Tibet Initiative Deutschland была создана в 1989 году для солидарности с тибетским движением за свободу и справедливость.
Произошло историческое событие посадки первого в истории подлинного саженца дерева махабодви, привезенного из Шри-Ланки в Австралию. Представитель офиса Тибета в Канберре Карма Сингхе присутствовал на церемонии посадки саженца священного дерева Бодхи на Великой ступе универсального сострадания в Бендигу 9 июня. Мероприятие было организовано совместно Великой ступой универсального сострадания и Бодhi Дхамма Вихара Бендигу. Тибетская ассоциация Окленда направила письмо премьер-министру Новой Зеландии с просьбой поднять вопрос о Тибете во время визита китайского премьера Ли Цяня в островную страну. Оклендская тибетская ассоциация призвала премьер-министра не замалчивать преступления Китая и не быть соучастником его моральной и этической деградации. Ассоциация обратила внимание на принудительное переселение и протесты тибетцев в Деге из-за запланированной китайским правительством строительства массовой гидроплотины, жесткие политические репрессии, социальную дискриминацию, экономическую маргинализацию, разрушение окружающей среды, культурную ассимиляцию и кампанию синизации Тибета, проводимую Китаем в настоящее время. Был проведен двухдневный семинар, посвященный расширению возможностей канадской и тибетской молодежи и членов ВИТЭК. Цель семинара стояла в улучшении их навыков и инструментов адвокации, что стало значительным шагом вперед в усилии голосов тибетской молодежи на мировой арене в их работе по адвокации Тибета. Представитель доктор Намгял Чуджуб и сотрудник по связям с Китаем Цуджим Гецо из офиса Тибета в Вашингтоне, а также Тензин Кункен, сотрудник отдела пропаганды Тибета GIR, председательствовали на тренинге и семинаре. Семинар вели профессор-исследователь международных отношений школы Элиота доктор Чаширабге, помощница избирательного округа в офисе достопочтенного Арифа Варина Пюнцок Вангмо, директор по международной политике Канадской торговой палаты Гапел Конгса, исполнительный директор Канадского комитета по Тибету Шираб Тарчин. Представители рассказали о силе Тибета, обзоре канадского парламента, значении в роли парламентских друзей Тибета, а также о путях лоббирования в канадском парламенте и о путях согласования интересов бизнеса с правозащитными интересами. В понедельник на этой неделе ВИТЭК Канада в тесном сотрудничестве с тибетскими НПО, такими как Региональный конгресс тибетской молодежи, Студенты за свободный Тибет и другими, приняла участие в лобби в Оттаве, встретившись с уважаемыми членами парламента, которые оказывают большую поддержку делу Тибета в канадском парламенте. На этом завершается наш сегодняшний выпуск. Вы смотрели новости «Тибет на этой неделе». Спасибо за внимание. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске, чтобы узнать больше о событиях тибетского сообщества. Желаю всем хорошего дня!